Приятного аппетита всем! Я все-таки залез на эту вышку. Холодно, ветрено, страшно. Первый залихватский день подошел к концу. Время всего 9:30, а спать уже хочется, что капец. И это хорошо, потому что завтра вставать в 3:30 утра. Подъем в 3:15. А время? Сейчас накормлю вас. 5:30. Итак, время без 10:07. Мы вернулись из первой вылазки. Самое забавное то, что усталости толком нету, при том, что организм явно офигевает от того, что происходит, от такого раннего подъема и невысыпания, но тяжеловато только глазам, при том, что мы еще не завтракали. Глаза режет, в целом состояние просто отличное. А еще можно сказать, что нам повезло, потому что на базе отдыха нету больше никого, кроме нас. То есть мы единственные постояльцы. И чем это хорошо? Во-первых, вокруг полнейшая тишина, нету никого, кто там орет, тому подобное. Во-вторых, домик гостевой, центральный, в котором кухня, и туалет, и общий зал, где кушать, типа столовая. Там тоже никого нету, то есть мы предоставлены сами себе. Сейчас нам надо найти переход через этот ручеек, чтобы добраться до этих странных холмов. Пещеру мы, к сожалению, не нашли, оказался не тот овраг, поэтому теперь поднимаемся, уходим и ищем другое место. Наверное, я никогда не найду ответ на вопрос, почему люди делают так, даже в таких красивых местах. Блин, почему даже тут-то мусор? Несколько километров по грязевым полям и буеракам. Уставшие ноги говорят спасибо за отличную тренировку. И, конечно же, эмоции от такой забавной и страшненькой удмуртской пещеры оправдывают все. В нашем путешествии за деревню Простоквашино в пещеру нас поддерживала компания Яшкин и кружки от Мити. А теперь выезжаем в Зуевы Ключи заселяться. И внезапно дорога. Понятия не имею, что это. На ней навязаны всякие тряпочки. Если знаете, что это такое, напишите, пожалуйста, в комментариях. Все уже ушли на базу. Я один оставался до последнего
снимать таймлапс рассвета. Исторический ждун. Коллекция звездных путешествий по родному краю. Вот такой интересный у нас выдался пленэриум. Спасибо огромное Диме Дубовцеву. На туманы, конечно, поохотиться не получилось, потому что из-за погоды не было никаких туманов, но, возможно, это и к лучшему. Было просто прекрасно. И эпическим апофеозом всего этого трехдневного приключения я считаю вот этот вечер здесь на берегу Камы, в Зуевых Ключах, на склоне холма, с которого открывается вид просто на десятки километров, на 180 градусов. Это просто что-то невероятное, друзья.